Порядка 2 недель осталось до выборов главы Республики Башкортостан и депутатов в местные советы. Как идет подготовка, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Представляю гостя в студии Марат Гадилов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Марат Венерович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала напомним нашим телезрителям о том, какие сейчас избирательные кампании проходят на территории региона. В дни голосования 6, 7 и 8 сентября все жители Республики Башкортостан будут голосовать за будущего главу Республики Башкортостан. Кроме того, жители всех муниципальных районов, жители 7 городских округов, за исключением города Уфы и города Межгорья, будут выбирать депутатов в свои советы городских округов и муниципальных районов. То есть эти органы формируются для их новых полномочий. За исключением вот этих основных кампаний, в Уфимском районе пройдет избирательная кампания по замещению вакантного мандата депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан по 54-му одномандатному избирательному округу. То есть жители Уфимского района получают еще 3-й бюллетень для того, чтобы смогли проголосовать и выбрать своего представителя в Госсобрании Курултая. Ну, помимо основных вот этих кампаний, в ряде сельских поселений, в ряде городских поселений, то есть городов и сельсоветов республики, пройдут дополнительные выборы по замещению вакантных мандатов депутатов местных советов. То есть это не основные выборы, это дополнительные выборы, когда тот или иной депутат выбывает, складывает свои полномочия по тем или иным основаниям. Ну и, естественно, надо провести дополнительные выборы, чтобы представительный орган действовал в легитимном составе и представлял интересы всех избирателей своего округа. Марат Венерович, прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но тем не менее, наверняка Центр избирком Республики тоже изучает, какова будет явка. Хотя бы есть какие-то предположения, наверняка и статистические данные. Да, вы правильно сказали, что это не совсем благодарное дело, наверное, со стороны Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан прогнозировать явку, поскольку прогнозами у нас занимаются исследовательские организации, эксперты, экспертное сообщество. Наша же задача Центральной избирательной комиссии, всех членов избирательных комиссий, информировать избирателя, чтобы действительно таким образом добиться интереса у избирателя, чтобы они понимали, что они придут в дни голосования на подготовленные участки, смогут провести голосование, смогут проголосовать за своих кандидатов. Поэтому, наверное, я сейчас воздержусь от каких-либо цифр, но напомню, что в целом традиционно в Республике Башкортостан за предыдущие, ну даже если взять такой отдаленный период, там 7-6 лет, у нас всегда традиционно отмечается республика высокой явкой. Потому что неравнодушно наши избиратели относятся к тому, кто будет замещать ту или иную властную должность. Они всегда изучают это, они всегда звонят нам на горячую линию, они всегда строят какие-то надежды и, конечно же, выказывают свои предпочтения в дни голосования. Поэтому я думаю, что мы, и это наша тоже работа, которая способствует тому, чтобы явка была достаточно высокой, что и в этом году, наверное, мы не будем исключением. Но опять же это все покажет ход голосования, дни голосования и те результаты, которые мы по итогам голосования уже зафиксируем. Как осуществляется информирование населения, какими методами? Мы на сегодня проводим разноплановую работу. Я сейчас говорю про Центральную избирательную комиссию республики и про наших коллег из территориальных и участковых избирательных комиссий. Ну, конечно же, мы применяем все средства, которые у нас имеются в силу закона, взаимодействуя со средствами массовой информации, с телевидением, с печатными средствами массовой информации, готовим различного рода статьи, буклеты, информационные сообщения, которые мы стараемся довести до читателей и до тех телезрителей и радиослушателей, которые смотрят и, соответственно, читают республиканские СМИ. Это мы считаем хорошей, серьезной поддержкой для нашей деятельности и всегда пользуемся этим инструментом с удовольствием. Кроме этого, у нас есть в активе, так скажем, работа с социальными сетями. Мы представлены в телеграм-каналах, мы представлены в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. То есть всю информацию, которая происходит в связи с выборами, мы обязательно и каждый день размещаем в сети интернет. Подомовой и поквартирный обход – это один из самых таких, скажу, древних способов информирования населения. Расскажите, как и
Как говорят представители участковых комиссий, как встречают избиратели, насколько открыты, открывают дверь? Я понимаю, что статистики, может быть, нет, но наверняка уже есть какая-то первая информация. Да, конечно, мы каждый день в режиме онлайн общаемся с нашими коллегами из нижестоящих комиссий. С понедельника члены участковых избирательных комиссий, вооружившись всей необходимой полиграфической продукцией, пошли по домам, по квартирам. Это действительно традиционная форма общения с избирателями избирательной системы, потому что только при непосредственном контакте, помимо всех тех способов, о которых я рассказывал раньше, мы уверены, что избиратель понимает и получает полный объем информации. Разговариваем мы с членами участковых комиссий, они действительно отмечают, что есть заинтересованность, конечно же, в получении информации, двери открывают. Естественно, в вечернее время это происходит чаще, потому что если днем все на работе или в силу занятости отсутствуют дома, то вечером, как правило, происходит непосредственное общение. Люди спрашивают, действительно задают интересующие вопросы о том, где проголосовать, каким образом проголосовать, можно ли подать заявление о голосовании не по месту нахождения, или, допустим, избиратель, который в силу физических возможностей не может проголосовать на избирательном участке, то наши члены комиссии уже в общении выясняют эти моменты, и чтобы организовать свою работу в дни голосования. Мы действительно видим положительные отзывы от избирателей. Пользуясь случаем, хочу обратиться, наверное, к избирателям республики, что вы, пожалуйста, принимайте членов участковых комиссий, общайтесь, они для того и ходят, чтобы вам объяснить все необходимое для того, чтобы вы смогли проголосовать в дни голосования. В жизни бывают разные ситуации. Кто-то может оказаться в больнице, кто-то уезжает, приезжает, кто-то, может быть, будет в этот день в Москве. Вот как быть в таком случае, где будут избирательные участки? Мы сейчас говорим про выборы главы республики. Это выборы регионального уровня. На них работает механизм «Мобильный избиратель». То есть по территории Республики Башкортостан наш избиратель может проголосовать на любом избирательном участке, если он 6, 7 или 8 сентября будет находиться где-то не по месту своего жительства. Например, студенты приедут из района или из другого города в Уфу. Соответственно, кто-то уедет в командировку, условно, из Уфы в Нефтекамск или в какой-то другой город или район республики. Он сможет там проголосовать. Но для этого необходимо заранее понимать, если ты не сможешь проголосовать на своем избирательном участке, ты должен подать заявление о голосовании по месту нахождения. Мы об этом уже много говорили. Я еще раз напомню, что на сегодняшний день это можно сделать элементарно, зайдя на госуслуги, либо обратившись в любой отдел МФЦ, в любую территориальную избирательную комиссию. А скоро и участковые избирательные комиссии начнут принимать такие заявления. И очень важный момент. В этом году мы в порядке, может даже не эксперимента, а в порядке необходимости образовали дополнительный избирательный участок, так называемый экстерриториальный, в городе Москва. То есть все жители республики, которые имеют постоянную регистрацию на территории республики, но в эти дни, которые будут находиться в городе Москва, они смогут прийти на этот избирательный участок и, заранее тоже воспользовавшись технологией мобильный избиратель, проголосовать в Москве на этом участке. Я считаю, что это очень важная история для наших студентов, которые как раз в это время уедут учиться, которые поступили в вузы в городе Москва или уже находятся там на обучении 2-й, 3-й и следующие курсы. Для тех, кто работает в Москве, для тех, кто выезжает в командировки длительные в город Москву, такая возможность проголосовать есть. Этот избирательный участок находится в помещении представительства Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации по адресу город Москва, улица Доброслободская, дом 6, строение 2. Это недалеко от станции метро Бауманская, в 10 минутах ходьбы. То есть вся информация об этом содержится и в нашем телеграм-канале, на нашем сайте. То есть с удовольствием приглашаем наших студентов, наших людей, которые поедут в Москву, проголосовать, воспользоваться такой возможностью в Москве. Марат Венерович, я вижу, что у вас на столе лежат бюллетени. Означает ли это, что бюллетени уже напечатаны? Да, сегодня мы уже побывали на фабрике, где изготавливаются бюллетени. Завершается процесс изготовления бюллетеней. Всего бюллетеней на выборах главы республики будет изготовлено в количестве 2 990 000 единиц.
Бюллетени мы изготавливаем на 3 языках. То есть основной бюллетень, который не имеет перевода, их количество составит 2 450 000. Это основная масса бюллетеней, 82,6% от общего числа бюллетеней. Кроме того, бюллетени в переводе с башкирским и русским языком, вот они примерно таким образом выглядят. Этих бюллетеней мы изготавливаем в количестве 365 000, чуть больше. Это порядка 12,2 избирательных бюллетеней от общего числа. И бюллетени с переводом на русском и татарском языках. Ну, я вот сейчас показываю бюллетень образца, который будет применяться на комплексах обработки избирательных бюллетеней. Он имеет отличие от обычного бюллетеня, поскольку тут имеются машиночитаемые метки, которые позволяют машине считать всю необходимую информацию. Бюллетени, которые изготовлены типографским способом, они имеют определенный ряд защиты. То есть бюллетень у нас, еще раз я покажу, имеет сетку. Голубой цвет переходит в розовый и дальше в голубой. Тут же имеется микрошрифт. Кроме того, в силу требований закона в верхнем правом углу бюллетеня, который выдается избирателю, должна быть обязательно проставлена печать участковой избирательной комиссии, 2 подписи членов участковых избирательных комиссий, и только после этого бюллетень приобретает свою официальную силу и, соответственно, может быть выдан избирателю. Марат Венерович, готовы ли участковые избирательные комиссии именно к началу, потому что к выборам, потому что впереди еще и предстоит учебный год? Очень коротко. Да, учебные участковые избирательные комиссии у нас готовы. Этот процесс он идет параллельно. Школы готовятся к приему ребят для проведения учебы. Наши коллеги также подготавливают все помещения, необходимые для того, чтобы обеспечить спокойное, комфортное расположение членов комиссии и избирателей. Мы можем констатировать, что на сегодняшний день практически все участковые избирательные комиссии готовы к приему избирателей. Где-то проведен, может быть, косметический ремонт, где-то, естественно, проведена уборка, где, если помещение до этого какое-то время не использовалось. То есть я, по крайней мере, уверен, что все участковые избирательные комиссии в дни голосования откроются и в надлежащем виде примут своих избирателей. Спасибо огромное. Спасибо. О предстоящих выборах главы Республики Башкортостан и депутатов в местные советы мы говорили сегодня в программе интервью. У нас в гостях был Марат Гадилов, это заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.